Оглушительные звуки автомата Калашникова. Полная боевая готовность в небе и на земле. Так на полигоне Цабал проходят командно-штабные мобилизационные учения. Сегодняшний этап заключительный. С 18 апреля Министерство обороны Абхазии проводит учения с 6-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Гудаутского района. Главная цель – совершенствование полевой выучки бойцов, слаженная работа личного состава и резервных подразделений, а также воспитание морально-боевых качеств и физической выносливости. 18 числа в 7 утра мы получили вводную. С этого часа приступили к оповещению резервистов Гудаутского района. На Ч+2 мы раскрыли все участки оповещения по селам и в городе Новый Алфон, в самом городе Гудаута. В этот же день отправили первую группу артиллеристов. После этого мы отправили на второй день разведку минометчиков. То есть они вот здесь, на этой базе, где весь театр боевых действий будет проходить, учения, они вот здесь уже третьи сутки находятся. В ходе заключительного этапа были проведены инструкторско-методические занятия. Ровно в 12:30 началась основная фаза учений – так называемый розыгрыш боевой стрельбы. По легенде учения условный противник наступает с гор. Атаку отражают подразделения артиллерии Минобороны и 6-й стрелковой бригады, а также подразделения СГБ, МВД, СВОКу и комендантской роты Генерального штаба. Удары по вражеской технике наносит установка «Град». Затем в бой вступают гаубичные и минометные артиллерийские батареи. Наведено! Атаку тем временем отражают подразделения 6-й бригады, используя все виды стрелкового оружия. Цели оборонительного боя достигнуты. Силы противника отражены. Занимаемый рубеж удалось удержать. От имени министра обороны Абхазии отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты. Со словами благодарности к ним обратился первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба. Все мы прекрасно понимаем и осознаем, в мире все неспокойно. Если мы не будем готовиться, значит у нас будет провал. Вот сегодня видно, что какое усердие вы проявили. Хочу каждого из вас поблагодарить. Командира бригады, командиров батальонов, командиров рот, военного комиссара. Военные учения – один из важнейших элементов повышения боеспособности войск. Их проведение решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях подразделение в целом и каждый солдат в отдельности может в полной мере показать, на что он способен. Подводя предварительные итоги учений, начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны Эдуард Бондарь дал положительную оценку. В целом за учение решался комплекс различных вопросов боевой подготовки. Решались вопросы мобилизационные, то есть приведение одного из территориальных резервных формирований в полную боевую готовность. Решались вопросы организации ведения территориальной обороны, формирования стрелковой бригады, изучения боевых задач офицерским составом на местности, занятия по командирской оперативно-тактической подготовке. Этап проводился боевого слаживания, ну и сегодня завершающий этап боевой стрельбы. В целом цели, которые мы ставили перед этими учениями, не достигнуты. Что касается оценки учений, она будет выставляться по совокупности всех оценок, которые будут получены за отработку всех учебных вопросов. Эту оценку мы будем делать после того, как проведем полностью разбор учения. Оценка поступит на утверждение министру обороны и в дальнейшем будет объявлена. В целом можно сказать, что учение, предварительно сказать, что оценка будет не ниже хорошо. После завершения учений все подразделения вернутся на места постоянной дислокации, а итоги будут детально проанализированы. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.